том, что когда Меджлис мобилизовывался, находился в силе мобилизоваться и приходить к каким-то решениям, ему это удавалось. И как пример привел акцию 92 года. Через некоторое время после этой акции, опять-таки, кто помнит, была большая акция «Штурм Верховного Совета Крыма», когда то, что мы не были представлены во власти, закон тогда не позволял нам практически там провести какое-то ощутимое количество депутатов. Точечным таким решением было принято, мы добились тогда решения, чтобы 14 крымско-татарских депутатов были туда избраны, была пробита квота. Но эта квота была пробита людьми крымских татар, которых призвал на помощь Меджлис крымско-татарского народа. То есть Меджлис тогда нашел в себе силы принять такое решение, и это все было реализовано. Что? Можно по-разному относиться к тому, чем занимались эти депутаты и какую туда пользу принесли. Можно по-разному это оценивать. Но то, что несомненно, через какие-то действия Меджлиса, национального движения, было принято такое решение, это само о себе говорит. К следующим выборам, то есть пролонгировать это такое решение, мы не смогли по одной простой причине. Кто-то на что-то надеялся, кто-то на кого-то надеялся, а в первую очередь это было связано с тем, что кто-то взял на себя функции переговорщика, переговорный процесс шел. Результат оказался пшиком. В 1998 году крымские татары не были представлены во власти. И как следствие проводившаяся тогда земельная реформа, которая в буквальном смысле слова ограбила народ, и непредставление во власти, опять-таки подтолкнуло Меджлис к тому, что было принято решение о разворачивании широкомасштабных акций. Помните пеший поход 1999 года, когда со всех населенных пунктов Меджлиса в центр к Симферополю продвигались крымские татары. Но вот мало кто знает, что утром, там, в половине 7 утра в кабинете у Мустафы Джемилева шла ожесточеннейшая перебранка среди членов Меджлиса, что делать дальше с этой акцией. Потому что как были сторонники, чтобы развивать эту акцию, так были и противники, чтобы ее уже останавливать. Как всегда в таких случаях водится, сторонников, чтобы эту акцию уже сворачивать, их было больше. Но результатом, опять-таки, было решение тогдашнего президента Кучмы подписать указ о создании Совета представителей. Несомненная победа. Было принято решение о проведении ряда встреч с президентом, где оговаривались проблемы крымских татар. Несомненное достижение. Но эти достижения уже проваливались только лишь потому, что вот предательство шло изнутри нас самих. Изнутри нас самих. После первой встречи с президентом, во время которой, спонтанно, никто не ожидал этого, вышел Ильми Умеров и начал говорить о каких-то достижениях в Бахчисарайском районе, так называемый бахчисарайский метод наделения крымских татар землей, он уже на корню зарубил все наши стремления, все стремления крымских татар каким-то по-другому радикальным методом эту проблему решить. После первой неудачной встречи с президентом, когда его решения, подписанные указом, не были реализованы тогдашним руководителем Крыма, Куницыным и иными, когда было предложение от такой более радикальной части членов Меджлиса разворачивать еще раз акции, организовать пеший поход на Киев, саботировать в конце концов эту встречу с президентом, наши предложения опять-таки наталкивались на большинство членов Меджлиса, которые были сторонниками таких переговорных процессов. Естественно, переговорщиками должны были быть они, и, естественно, они их провалили. То есть говорить о каких-то существенных достижениях деятельности Курултая и Меджлиса за вот этот период 20 лет в принципе можно. В принципе можно. Но я вам скажу по-другому. Ряд представителей крымско-татар в бизнесе ли, в науке ли, в чем угодно, достигли куда больших высот, но при этом соблюдая одно незыблемое правило: не приближаясь к Меджлису. То есть, то, что крымские татары достигли в Крыму за это 20 лет, это, оказывается, все-таки получилось не благодаря деятельности Меджлиса, а вопреки деятельности Меджлиса. Потому что люди, достигшие высоких постов, автономно, сами, хороших
каких-то дел в бизнесе или каких-то других результатов, они делали это сами, самостоятельно. С какой-то другой политической силой или с какими-то другими партнерами и оказались способными. А уникальнейшее в самом деле во всем мире национальное движение крымских татар оказалось всего лишь придатком для обеспечения двух-трех каких-то семейных кланов. Оно на сегодняшний момент в самом деле называется торговым домом Джемилева и компании. Но есть ряд еще вещей, которые необходимо отметить. Необходимо отметить, потому что если их не принимать во внимание, продвижение вперед практически невозможно. Манабахнас, вот посмотрите сами на себя. Вот возраст присутствующих здесь средний. Какой? Пенсионный. Пожилой. А теперь вспомните те, кто участвовал в палаточном городке вот здесь в Белогорске в 1988 году. Какой тогда был возраст? Тогда на 2 порядка моложе, да? Мы были моложе, да. Мы были моложе. Но наши отцы тогда были активистами, они еще были живы. Так вот, бугун получается так, что привлечь молодежь к тому, что называется национальным движением, невозможно. Потому что слова Курултай или же Меджлис стали в народе нарицательными. А именно тех, кого мы с вами делали лидером нации, руководителем народа, они стали символами предательства. То, что я недавно разговаривал с адвокатом Нариманом Абдуршитовым, и он мне сказал интересную вещь одну. Я уже рассматривал, говорит, ряд дел, исковых дел, судебных дел, где крымский татарин, обыватель, просто крымский татарин, судится с крымским татарином чиновником. То есть, если вчера нас Иванов, Петров, Сидоров притеснял, сегодня нас Алиев, Велиев притесняет. А еще лучше, когда Иванов и Алиев Велиев вместе. Об этом можно много говорить, Ама. Много можно говорить. Но, Бахнас, если не принимать во внимание те большие акции, которые когда-то проводились в Крыму, под флагом Меджлиса, а их же перечисляешь под 92-й год, 94-й год, 98-й год, и все. И все, больше не было ничего такого. Те акции, которые мы пытались развернуть несколько членов Меджлиса, с руководителями региональных Меджлисов, в Семиизе, допустим, да, в Судаке, Тихая бухта, кто помнит, они кем были погашены? Они были погашены именно Меджлисом крымско-татарского народа. Я сейчас скажу то, что многие слышали. Приходил Ильму Умеров, допустим, на заседание Меджлиса и говорил, меня Дейч выгнал из Верховного Совета, он тогда вице-спикером был, и сказал, не появляйся здесь, пока там палочный городок стоит. Ильму Умеров добросовестно отрабатывал это. Он не скрывал этого. Опять-таки я вам скажу, тогда им брошенная фраза была, что посадить двоих-троих, и проблема семьи развяжется. Он сказал, сделал, как они... То есть это к тому, что вы говорите. Умеровы, Куницыны, Грачи, Джемилев, какая разница? Это одна компания, представляющая власть. Так вот, вред, нанесенный национальному движению, я примерно оцениваю через эту тезу. Что наше будущее, молодежь, не интересуется совершенно тем, что называется национальным движением. Им это не интересно. Потому что они видят лишь то, что они видят. Ничего положительного в этом они видеть не могут. И поэтому развивать национальное движение дальше, с учетом нашей молодежи, надеясь на нее, не представляется для меня, допустим, возможным. Башка меселе. Я попытаюсь сейчас закруглиться. Если сейчас давать оценку деятельности Курултая Меджлиса, чтобы быть таким академичным, это должна быть научно-практическая конференция с изучением документов. Если как сейчас мы это делаем, да, то у меня нет слова, допустим, удовлетворительно. Не подходит. Неудовлетворительно. Тоже не подходит. Я бы оценил деятельность Курултая Меджлиса как наносящую существенный огромный вред крымско-татарскому народу. Продажную. Правильно, продажная. Оценка деятельности этой структуры. Нет. Можно я договорю потом? Предверяя некие вопросы, я скажу, что я сам, несколько здесь сидящих людей были членами Меджлиса. Я скажу о себе. Когда, какой 7-й год был, что ли, мы на заседании Меджлиса, мы всегда были в оппозиции, мы всегда ругались, мы всегда были так называемыми радикалами. Но когда мы увидели, что было принято решение, что для выборов делегатов Курултая хватает
1/3 от крымско-татарского электората, тогда вот Надир Бекиров, Эльдар Сидбекиров и я втроем, мы встали и заявили, что мы выходим из Меджлиса. Раз вы опираетесь на меньшинство в народе, то мы останемся с 2/3, которые не придут на ваши выборы. Так вот, я к чему это говорю? Когда мы увидели, что смысла находиться в Меджлисе нет, потому что будущие Меджлисы будут только на бумаге избираться. Если до того были споры о легитимности, нелегитимности, там, о правильности, неправильности, но в нем участвовали людские массы, и можно было где-то доказывать свою правоту, то дальше уже практически это стало невозможным. Не выходя из кабинета, рисовались выборы и все. И поэтому мы вышли из состава Меджлиса, но я хотел немножко другое сказать. Кроме вот этих 3 больших общекрымских акций, общекрымско-татарских акций, которые были проведены Меджлисом, Курултаем, ни одного другого не было. За последние несколько лет не было проведено, в буквальном смысле слова, мероприятие, на которое пришло бы больше 300 человек. То есть пришло сейчас время, помимо того, чтобы давать оценку, пришло время, да, думать над некими методами или способами, каким образом нам в национальном движении двигаться дальше. Молодежи, увы, за нами нет, ей это не интересно. У нее другие приоритеты. То, что сегодня называется Курултаем Меджлисом, никаких обращений, никаких движений не будет делать в отношении того, что мы сейчас примем или решим. Остается, на мой взгляд, единственный метод, силовой метод. Если раньше крымские татары не боялись, и в Москве ли, в Киеве ли, в Симферополе ли, заходили и брали буквально силой эти органы власти и заставляли их делать так, как считали нужным, меньше пришло время нам, крымским татарам, которые озабочены судьбой, будущим своего народа, поступить точно таким же образом, но по отношению к чиновникам с татарскими фамилиями. Над лидерами нашими. Я говорю о тех, кто сегодня называет себя лидерами крымско-татарского народа и вроде бы пытается представлять его интересы. Можно я скажу 2 слова? Просто реплика. Можно я закончу, а потом все остальные реплики? Вы уже просто время забираете. Мена Бархаш Теклифлерн Дамбар. Есть несколько у меня предложений по поводу, что делать дальше. Ну, это, наверное, будет в разряде, там, где это будет обсуждаться. Да? Сау болыңыз, дихатыңызға мен